В первом полугодии в республике зарегистрировано 283 преступления, что на одно меньше, чем за аналогичный период предыдущего года. Тяжкие и особо тяжкие преступления составили 95 единиц из общего числа зарегистрированных преступлений. Раскрываемость по расследованным и направленным в суд делам составляет 83,2%. Сохраняется высокая доля краж, незаконного оборота наркотиков и оружия. При этом наблюдается снижение количества разбойных нападений. За отчетный период зарегистрировано 46 краж, из которых раскрыто 35. В сфере незаконного оборота наркотических средств и культивирования растений выявлено 73 преступления, из которых раскрыто 72. Преступления, связанные с незаконным оборотом огнестрельного оружия, составили 66 случаев, из которых раскрыто 63. Количество корыстно-насильственных преступлений увеличилось на 2 единицы. Зарегистрировано 6 преступлений напротив 4 за аналогичный период прошлого года. 2 преступления – это разбойные нападения, 4 грабежа. За аналогичный период прошлого года было совершено 4 разбоя. Убийств из корыстных побуждений и похищений граждан совершено не было. Относительно раскрываемости данного вида преступлений следует отметить, что все раскрыты. Ситуация с незаконным оборотом и немедицинским потреблением наркотических средств остается сложной. За отчетный период зарегистрировано 73 таких преступления, что на 20 меньше, чем в 2024 году. За отчетный период в стране возбуждено и принято к производству 294 уголовных дела, по которым окончено производством 174. Направлено в суд 169 уголовных дел, 5 из них прекращено производством. Окончено производством 3 уголовных дела, которые направлены в суд. Следственным управлением проводится предварительное расследование по уголовному делу, возбужденному в отношении депутата Народного собрания парламента Республики Абхазия Харази Атгура Рафетовича по факту убийства общеопасным способом депутата Народного собрания Гуланцы и покушения на умышленное убийство общеопасным способом депутата Народного собрания Куарджи, совершенное в зале заседания Народного собрания парламента Республики Абхазия. 14 июня текущего года оперативными службами МВД и СГБ Республики Абхазия разыскиваемый Харазия задержан, в отношении которого Сухумским городским судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Также продолжается предварительное расследование по уголовному делу по факту дерзкого убийства в кафе «Бисквит» 3 молодых граждан Республики Абхазия, братьев Жиба и Квициния, совершенного в начале текущего года начальником правового отдела администрации города Сухум Дочи. Учитывая увеличение фактов совершения умышленных преступлений против жизни и здоровья граждан с применением зарегистрированного в установленном порядке огнестрельного короткоствольного оружия, Генеральная прокуратура Абхазии считает необходимым установление запрета на ношение данного вида оружия, в связи с чем соответствующие предложения были направлены в Народное собрание парламента Республики Абхазия. Прокуратурой города Сухум расследуется уголовное дело по факту убийства Авицба, совершенного 9 мая этого года в центре города Сухум. По подозрению в совершении данного преступления задержаны 2 лиц. Проводятся следственно-оперативные мероприятия по установлению всех обстоятельств тщательно спланированного преступления, в том числе в рамках запроса правовой помощи, направленного в компетентные органы России. Следственным управлением Генеральной прокуратуры Абхазии за анализируемый период окончено производство и направлено в Верховный суд уголовное дело по факту покушения на убийство общеопасным способом 2 и более лиц, убийство общеопасным способом, умышленное причинение телесных повреждений незаконным оборота оружия со стороны братьев Какали и Чаговец, совершенных на территории, прилегающей к контрольно-пропускному пункту ПСОВ, в результате которого пострадали находившиеся на линии стрельбы ни в чем не повинные граждане Абхазии. В Сухумский городской суд направлено уголовное дело, оконченное производством Следственным управлением Генеральной прокуратуры в отношении ранее разыскиваемого Квиквискири Ахры Геннадьевича, обвиняемого по 2 эпизодам похищения граждан, вымогательства денежных средств в особо крупном размере и наркотических средств, открытого хищения имущества с применением насилия, неопасного для жизни и здоровья в особо крупном размере, а также незаконного оборота огнестрельного оружия и боеприпасов. Органами прокуратуры Абхазии проводится предварительное расследование по уголовным делам, вызывающим широкий общественный резонанс, совершенный в день 2-го тура выборов президента Республики Абхазия по факту нападения на избирательный участок номер 5 округа 14 Цандрыбский, расположенный в средней школе номер 2 имени Богателя в поселке Цандрыбж Гагарского района. По данному уголовному делу задержано 1 лицо, и по факту применения насилия в отношении сотрудников КПМ Мюссера и СОБР МВД Абхазии, по которому задержано 10 лиц, содержащихся в настоящее время под стражей. Наблюдается увеличение количества преступлений, совершенных иностранными гражданами. Так, в 2020 году ими было совершено 17 преступлений, а в 2023 уже 95. Среди преступлений, совершаемых указанной категории граждан, наиболее
наиболее частыми являются незаконное приобретение и хранение наркотических средств с целью сбыта, а равный их сбыт 95, незаконный переход государственной границы 54, дорожно-транспортные происшествия 27, кражи 15. Более 100 преступлений, совершенных иностранными гражданами, относятся к категории тяжких и особо тяжких преступлений, таких как убийство 7, разбой 1, незаконное приобретение и хранение наркотических средств с целью сбыта, а равный их сбыт 95, незаконный ввоз в Республику Абхазию наркотических средств 12. По итогам деятельности за первое полугодие отчитались все районные прокуроры. Заместитель генерального прокурора, военный прокурор Руслан Тарба отметил, что в первом полугодии следственный отдел СГБ привлек к уголовной ответственности 12 иностранцев, в отношении которых была избрана в виде меры пресечения заключение под стражу. Если говорить по категориям, то это 4 уголовных дела по незаконному пересечению госграницы, как и группой лиц, так и одним лицом. Значит, по статье 274 «Шпионаж» одно уголовное дело, которое переслано в итоге в Российскую Федерацию. И одно дело по незаконному ввозу наркотических средств. Прокуратура нацелена на повышение качества работы, отметил, подводя итоги, коллеги генеральный прокурор Адгур Агарба. Он акцентировал внимание на усилении работы во втором полугодии. Я очень надеюсь на то, что у нас во втором полугодии будут результаты. Работа будет меняться в положительную сторону. Я хочу сказать, что ребят немало прокуроров трудится в общенадзорном управлении. И очень грамотные специалисты и профессионалы своего дела. Лучше, может, уже не будет. Поэтому дайте нам результат. Адгур Агарба призвал обратить внимание на качество следствия. Это первостепенная задача, подчеркнул генпрокурор. Следствие названо приоритетным направлением, поскольку оно напрямую связано с судьбами людей и доверием граждан к правоохранительной системе. Шезина Ханагуа, Ахра Амичба, Абхазское телевидение.